Зураб Замирович, здравствуйте. Для начала я бы хотела вас познакомить с абхазским зрителем. У вас очень богатая биография. Вы были корреспондентом службы информационных программ государственной телевизионной компании «Карачаево-Черкесия», корреспондентом информационного агентства русской службы новостей и далее по списку. Сегодня вы министр культуры КЧР. Как это случилось? Это случилось по приглашению главы республики, который большое внимание уделяет кадрам в администрации, в управленческом штабе нашей республики. И я могу с гордостью отметить, что сейчас в Карачаево-Черкесии работает один из самых молодых составов правительства. Наши коллеги приглашают молодых специалистов, уже имеющих опыт работы на всероссийском уровне, возвращаться домой, в регион, переносить тот опыт, который получен в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах России, на благо республики. Такое же приглашение почти 1,5 года назад получил я. И для меня это, конечно, огромная ответственность, огромная честь вернуться в родную республику и заниматься вопросами, которые, я уверен, они даже важнее, чем экономические вопросы, они важнее, чем инфраструктурные, потому что экономика и инфраструктура, они нужны нам для того, чтобы быть кем-то. А вот кем именно быть, диктует нам культура. Поэтому направление, которое мне доверено, считаю одним из самых главных, самых непростых, потому что если есть средства, поддержка, деньги, то, например, проложить дорогу или построить какое-то здание несложно. Это можно сделать за год, за два. А восстановить утерянное искусство, найти мастеров, которых уже нет, или вырастить новую плеяду писателей, поэтов, это не вопрос 1-2 лет. Поэтому культура очень непростое направление, но очень для меня важное, и я рад, что моя жизнь так повернулась после 15 лет работы за пределами родной республики. Я вернулся для того, чтобы, наверное, самую главную миссию свою, самую главную работу свою начать делать, что я делаю с огромным удовольствием и любовью. Вы уже больше года находитесь на посту министра культуры, а вступили вы в эту должность в разгар пандемии, получается. С какими сложностями вы столкнулись и какова ситуация ведомства на сегодняшний день? Конечно, пандемия, ограничения, которые она вызывает, они нанесли огромный ущерб не только экономике всего мира. Культура, массовые мероприятия, они все строятся на том, чтобы собирать людей вместе, чтобы они вместе смотрели то, что создали для них деятели культуры, деятели искусства. И именно зрелищные мероприятия страдают больше всего. Мы уже больше года не можем провести полноценно ни одно мероприятие. В лучшие периоды рассадка у нас была 50%. В худшие времена это пустой зал и несколько телекамер. И для артиста нет ничего хуже, чем выступать перед объективами, не чувствуя энергию из зала. Поэтому мы чувствуем сейчас угрозу, которую уже несет пандемия культуре. Если человек год не выступает, если у него нет возможности общаться со зрителем, обмениваться энергией, конечно, он многое теряет и в исполнительском мастерстве, и в самом смысле своего существования. Это мы видим. Но в то же время мы открыли много для себя новых направлений и понимаем, что в современном мире, используя современные технологии, интернет прежде всего, можно, если правильно подойти, если делать интересный контент, красиво рассказывать о своей работе, снимать яркие интересные ролики, репортажи, прямые трансляции, можно увеличить охват в десятки, в сотни, в тысячи раз. Потому что даже самая большая площадка в Карачаево-Черкесии вмещала в себя 800 человек. Любая наша новость, любой наш прямой эфир, они собирают не 800 зрителей, а 8 тысяч, больше. И когда мы видим, что это интересно нашему зрителю, когда мы видим репосты, когда мы видим публикации и обсуждения, мы понимаем, что зрителю важно. Это не всегда возможно в зрительном зале, тяжело обсуждать спектакли прямо там. И такие новые возможности сейчас имеются, мы их тоже исследуем, потому что вот такой мир, нужно адаптироваться и жить по-новому. Конечно, надеемся, что вакцинация повсеместная, общий осознанный подход, соблюдение ограничительных мер позволит как можно скорее нам пройти пандемийный период, и тогда уже в полной мере развернуться. Мы с нетерпением этого ждем, потому что нам есть что показать. Культурные учреждения сейчас закрыты все, получается? Прямо в эти дни у нас в России введены 7-дневные каникулы, которые
отправили на дистанционную работу, на удаленку всех сотрудников. И дальше, скорее всего, будут ограничения. Сотрудников старше 60 лет отправят на удаленку. Тех, у кого нет прививок, тоже не будут допускать к контакту с людьми. Это действительно серьезные ограничения, серьезные сложности. Какие меры поддержки предлагает государство в этой связи? Но надо отметить, что в Российской Федерации работают очень мощные, очень эффективные национальные проекты. Национальный проект «Культура». В себя он включает несколько госпрограмм, которые прежде всего последние несколько лет ориентированы на развитие инфраструктуры. В одной только маленькой Карачаево-Черкесии мы ежегодно на федеральные деньги, благодаря поддержке центра, строим, реконструируем или капитально ремонтируем больше 10 объектов культуры. Это дома культуры, очень интересные, яркие, современные. Это школы культуры и искусств. Прямо сейчас в Черкесске старейшая школа искусств, которой около 100 лет. Она практически с нуля воссоздается в рамках реконструкции. И это будет самое современное здание, где будут новые площади, новые классы, новые возможности. И большое внимание уделяется наполнению этих зданий. Часть нацпроекта позволяет приобретать оборудование, приобретать все необходимое, чтобы это были не просто красивые здания, чтобы в них действительно кипела культурная жизнь. Но прямо сейчас, параллельно с инфраструктурными проектами, запущено несколько проектов, которые позволяют финансовую поддержку получить. Уже несколько лет очень активно работает фонд президентских грантов. В этом году он был дополнен специальным фондом культурных инициатив, который ориентируется полностью на мероприятия в сфере культуры. И здесь нам радостно видеть, что даже в маленькой республике Карачаево-Черкесии мы более 20 миллионов рублей на несколько грантов выиграли в этом году. Это и съемки полнометражного фильма про то, как мальчишка из Москвы возвращается в родной аул. Фильм так называется «Испытание аулом». И то, как вот сейчас происходит этот разрыв между нашим традиционным и современным, и как нам это сохранить, все это в этом фильме будет описываться. Есть у нас школа кино, которая позволяет нашим любителям становиться профессионалами, изучать технические специальности, такие как оператор, звукорежиссер, монтажер. Есть замечательный проект, который мы реализуем совместно с Московским союзом архитекторов и Голландским архитектурным бюро. Проект этот называется «Идентичность в типовом». Он направлен на исследование и на улучшение всей сети домов культуры. То есть что из себя представляет ДК сегодня, каким он должен быть снаружи и внутри, чтобы быть настоящим местом, где культура расцветает. Вот это мы с профессионалами мирового уровня сейчас исследуем в нашей маленькой республике, чтобы этот опыт потом на всю страну можно было бы привнести. Поэтому сегодня деньги, государственная поддержка есть. Мощнейший инструмент — это Пушкинская карта, недавно запущенная, позволяет молодежи от 14 до 20 лет бесплатно ходить на культурные мероприятия. И я думаю, что сейчас то самое время, когда деятели культуры должны быстрее, активнее включаться в новые форматы, потому что я думаю, что от интернета, от Инстаграма, ТикТока реальные деятели культуры очень отстают. Там многомиллиардные вложения, там яркие вывески, спецэффекты, каждый день меняющиеся тренды. И за всем этим очень легко не успеть. И я думаю, что сегодня как раз мы находимся на передовой вот этой борьбы за внимание нашего зрителя. Поэтому это большой вызов, но и ресурсы, и понимание того, что делать у нас есть. Действительно, пережить бы скорее нам пандемию и вот новое, интересное, яркое нашему зрителю дарить. Я думаю, мы справимся с последствиями пандемии очень быстро. Вот вы уже выделили для себя вот в деятельности министерства какие-то приоритетные направления? Конечно, приоритетными направлениями в Кавказской, в национальной республике, конечно, прежде всего является сохранение национальной культуры. Потому что мы на то и жители Карачаево-Черкесии, представители 5 основообразующих народов, карачаевцев, русских, черкесов, абазинов, нагайцев. И этим мы отличаемся от регионов Центральной России, регионов Севера, тем, что у нас есть наша уникальная многонациональная культура. Но она в опасности. Как мы говорили, сегодня маленьким детям очень легко подменить ценности на те, которые могут неконтролируемо идти из гаджетов,
из YouTube, из интернета. Если мы не дадим им альтернативу, если мы не покажем, что национальные танцы, национальные театры, народно-художественные промыслы, то, что пронесли мы через века, для них не является более ярким, более интересным, родным, то очень высок риск, что за потерей вот этих вот культурных ценностей очень быстро последует потеря родного языка. Мы все сейчас столкнулись с этой опасностью. Я знаю, что и в Абхазии есть проблемы, и на всем Кавказе есть проблемы. Но это вызов глобализации. Мы понимаем, что сейчас для кого-то важнее изучать там английский язык, чем свой родной. Мы тоже через это все проходили. И как раз вот сохранение исконного нашего, вот то, что отличает наши народы, нашу республику от всех остальных, это главный приоритет. Большое значение для нас имеет развитие инфраструктурных проектов. Прямо сейчас мы работаем над реконструкцией драматического театра, который у нас несколько лет в аварийном состоянии находится, но благодаря поддержке Москвы мы разработали проект яркий, современный, новый. И сейчас мы его в этом году будем защищать перед федеральным министерством, чтобы получить финансирование уже со следующего года. Надеемся начать строительство. Это большой проект, это здание даже больше, чем этот прекрасный театр, в котором мы находимся. И, конечно, тут очень полезна поездка, потому что ваш прекрасный театр подтолкнул к многим мыслям, которые обязательно надо нам учесть в разработке проекта. Ну и, конечно, приоритетом является задействование всей сети домов культуры, потому что их строится довольно много, есть старые, неплохие дома культуры. Но мы видим, что сегодня на селе, в малых городах, зачастую кадров, профессионалов, молодых, энергичных, любящих культуру, выбравших ее как смысл своей жизни, их не хватает. И мы понимаем, что очень часто Дом культуры — это здание, и в нем чувствуется немножко пустота. Поэтому мы разработали сейчас стандарты, мы сделали культурный минимум, обязательно должны быть кружки в любом доме культуры, обязательно должны быть еженедельные мероприятия, минимум 2 раза в месяц должны приезжать какие-то гастролеры из других районов республики, из других регионов. Это большая системная работа, у нас больше 300 учреждений культуры в Карачаево-Черкесии, если считать библиотеки, школы искусств. Поэтому вот сейчас включить всю эту систему в полноценную работу — это наш приоритет. Ограничения нам мешают работать. Есть ли у вас государственные программы по сохранению этнической самобытности в регионах? Если да, то расскажите о них, пожалуйста. Да, в Карачаево-Черкесии существуют проекты, которые финансируются государством и из регионального бюджета Карачаево-Черкесии, и в рамках грантов, которые выдают федеральные фонды, Министерство культуры. Основным оператором, основной организацией, которая этим занимается, у нас является Республиканский центр народной культуры, который повсеместно в каждом районе имеет очень хорошие связи с районными отделами культуры. Ежегодно проводится несколько фестивалей, как вокального мастерства, хореографического мастерства, народно-художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства. Эти мероприятия у нас служат способом оценки, что у нас есть сегодня, где мы сегодня. Не теряем ли мы то, что еще год назад у нас было на сцене, могли увидеть в хорошем, достойном виде? Не ушли ли старшие мастера, которые не успевают передать молодежи свое искусство? А поэтому работа такая системная ведется. Мы видим здесь проблемы, потому что действительно преемственность поколений, молодые кадры — это проблема. И здесь важную роль играет наш колледж культуры и искусств. Это у нас единственное учебное заведение в сфере культуры. У нас нет высшего учебного заведения в республике. Есть факультеты в институтах, но колледж — это то место, где удается сохранять с помощью мастеров и передавать молодежи, взращивать новое поколение мастеров как раз и народные ремесла, которыми Карачаево-Черкесия славится. И мы рады представить их на выставке, которая в эти дни открыта в Республике Абхазия и пройдет в нескольких городах. Это и мастерство наших рукоделец, которые, например, восстановили золотое шитье. И на выставке тоже можно поработать с мастерами, пройти мастер-класс.
Это и производство инструментов, которое для нас сейчас очень важно, потому что мы воссоздаем оркестры и понимаем, что оказывается сложность даже с тем, чтобы народный инструмент в необходимом количестве закупить. Поэтому это все вопросы, которые мы систематизировали, расставили приоритеты и понимаем, что важнее всего. Я думаю, важнее всего сейчас людей культуры, кадры, тех, кто является носителями, тех, кто и воплощает собой культуру, поддержать и, конечно же, как можно больше молодежи вовлекать в культурную работу, потому что время очень быстро улетает, и из-за пандемии, и в целом наши старшие не становятся моложе, не становятся энергичней. И вот это самая большая задача, которую мы видим, передавать искусство, культуру молодежи. Вот самые популярные певцы в КЧР и за ее пределами, эстрадные или вот оперные? Ну, конечно, на сегодняшний день эстрада, потому что в Карачаево-Черкесии классической школы оперной никогда не существовало. У нас есть государственная филармония, в ней в свое время был оркестр, потом он был расформирован, и в этом году одной из приоритетных задач мы выбрали воссоздание оркестра классического. Сейчас мы пригласили 12 молодых музыкантов из других регионов, которые возвращаются домой. Раньше они не находили себе работу в классическом ансамбле, негде было им работать. Мы эту проблему решили, провели аттестацию сотрудников филармонии, поняли, что там очень много эстрадных артистов, и приняли непростое решение, но эстраде мы даем возможность зарабатывать как эстрадным певцам, выступая на разных площадках. Задача филармонии все-таки это классическая музыка. И поэтому в этом году 12 мы на несколько лет запланировали увеличение состава и планируем, что за несколько лет, если это будет востребовано, мы создадим симфонический оркестр, которого никогда не было в Карачаево-Черкесии. Но самостоятельные, яркие и популярные артисты из Карачаево-Черкесии, они сами заходят в чарты и российских радиостанций, телеканалов, и на YouTube очень хорошо себя продвигают. Поэтому сегодня, конечно, эстрада более яркая, но я горд тем, что в Карачаево-Черкесии наше народное искусство, оно всегда оставалось на высоком уровне. У нас очень популярны национальные танцы, детских ансамблей в каждом населенном пункте несколько. Есть несколько мощных школ, 2 государственных ансамбля. Один из них только что сейчас вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где представлял Россию на главной мировой выставке Экспо-2020 и в числе достойнейших, крупнейших коллективов всему миру показал, что такое культура Кавказа. И этим мы горды. Я вот в меньшей степени за хореографию, за народные танцы переживаю. А вот оперных педагогов, оперных певцов у нас, конечно, не хватает. Но в этом году был интересный проект. К нам приезжала оперная певица Любовь Юрьевна Казарновская. Приезжала вместе со своими учениками, проводила у нас мастер-классы. И впервые за десятилетие у нас были дважды концерты симфонических оркестров. Один из Северной Осетии приезжал, другой из Ленинградской области. Это яркие, очень такие мощные вспышки культурной жизни, которых не хватало населению. Но действительно, и даже в них мы не могли собрать полные залы, и это было очень грустно. Но, повторюсь, благодаря поддержке ваших коллег, журналистов, мы снимали прямые эфиры, и охват даже получился больше. Если в зале сейчас в нашем там 400 человек помещается, мы считаем количество просмотров, видим, что несколько тысяч посмотрели эти концерты. Поэтому мы стараемся извлекать плюсы из даже этой непростой ситуации. И думаю, что в следующем году вот эти мастер-классы, вот эта вот попытка найти баланс между классикой и национальным искусством, эстрадой, нам даст новые проекты. Потому что мы осознанно в этом году тоже создали одну из лучших на Кавказе звукозаписывающих студий. И я рад был предложить моему коллеге, министру культуры Республики Абхазия, организовывать выездные музыкальные сессии у нас, чтобы ваши артисты приезжали, на этом хорошем оборудовании работали. Мы готовы его предоставлять безвозмездно. Надо будет подумать нам вместе о том, где разместить наших гостей, артистов, о дороге.
Но вот эту площадку мы готовы развивать, потому что у нас очень талантливые люди, такие же, как в Абхазии, такие же, как на всем Кавказе. И вот сейчас новые возможности есть. Я думаю, мы можем их реализовывать вместе. Карачаево-Черкесия — один из регионов, где издревле кипела культура. Это участок Великого Шелкового пути. Это участок, где Византийская империя распространяла свое влияние и на рубеже тысячелетий, и в дохристианскую эпоху. Памятников истории у нас довольно много, конечно, не столько, сколько в Абхазии, на берегу Черного моря, знаменитого Понта, где греки, где турки, где кочевые народы все время, проходя, обогащали культуру, оставляли свои следы. Конечно, через хребет переходило не так много культурных объектов, но на сегодняшний день Карачаево-Черкесия в историческом плане богата своими дольменами. Наиболее яркие памятники архитектуры на сегодняшний день — это древнехристианские аланские храмы, которые сохранились в очень хорошем виде. И сегодня они, находясь в очень живописных местах, это и Синтинский храм, и Шаанинский храм, являются точками притяжения туриста. И есть также объекты, которые принадлежат к нашим музейным филиалам, такие как башня Адиюх, такие как Хумаринское городище, такой как древняя солнечная обсерватория в поселке Архыз, рядом с комплексом храмов. Все это объекты, которые, конечно, нуждаются сегодня в защите, время их не щадит. Но для нас, как для региона, который развивает туризм, а Карачаево-Черкесия развивается в этом плане, вот на сегодняшний день у нас около 1,5 миллиона туристов в Карачаево-Черкесию приехало в этом году. И эта цифра несколько лет уже растет, потому что и горнолыжные курорты наши, Архыз, Теберда, Домбай, и не только в зимнее время, но и в летнее привлекают туристов. И, конечно, все они стремятся посетить и культурные объекты. Поэтому мы сейчас разрабатываем новые туристические маршруты, чтобы у туриста с любым интересом была возможность не только отдохнуть активно, покататься там на сноуборде или летом на лошади, спуститься на рафтинге, но очень многих интересует именно культурный, исторический, религиозный туризм. У нас знаменитый лик Христа в Архызском ущелье. В то же время балансируется это все с современными интересными объектами, такими как астрофизическая обсерватория, уникальный объект, радиотелескоп, которых в России не существует больше нигде, даже в Евразии. Вот это все позволяет нам создавать маршруты для туристов с любыми интересами. Но, конечно, народное искусство это все дополняет, и наши гости могут за выходные увидеть и храмы, и попробовать вкусную кавказскую еду, посмотреть национальные танцы, сами поучаствовать в каких-то мероприятиях. Вот это все комбинируя, мы стараемся привлекать в республику. Это дает дополнительный ресурс для того, чтобы мы заработанные деньги могли вкладывать в сохранение, в развитие культуры. Поэтому это важное направление. Карачаево-Черкесской республике в 2022 году исполняется 100 лет. Запланирован ряд мероприятий. Вы начали свои гастроли с Абхазии. Приехала делегация из 50 человек, если я не ошибаюсь. Какие планы на будущее? Это первый вопрос. И вы первый раз в Абхазии? Я в статусе министра культуры в первый раз, и для меня это большая честь и ответственность представлять нашу республику, представлять ее с нашим культурным багажом, с культурными сокровищами. Мы благодарны, что, несмотря на все сложности, нашли компромиссный вариант, когда мы можем, хоть и без зрителей, но с помощью телекомпании, с помощью нашего с вами интервью, с помощью ограниченных мастер-классов, выставки, показать, что у нас на сегодняшний день есть. Мы приняли решение с руководством Министерства культуры, администрации, президента, что в следующем году, когда ситуация с пандемией будет лучше, мы приедем еще раз и уже полномасштабно в каждом районе проведем яркие крупные мероприятия. Но сегодняшние дни, сегодняшняя поездка нам полезна тем, что мы наметили конкретные проекты с Министерством культуры,
который мы начнем реализовывать уже в этом году. И с середины ноября мы запускаем череду онлайн-конференций по разным направлениям культуры. Мы с моим коллегой, министром культуры Республики Абхазия, определили, что будем разрабатывать совместные исследовательские программы, как раз направленные на сохранение древних объектов культуры, храмов, которые по обе стороны хребта сохранились. Очень важно нам подумать над тем, какие совместные проекты мы могли бы делать и представлять их для поддержки в фонде президентских грантов. Те проекты, которые объединят наши две страны с помощью культуры. Мы заручились поддержкой представительства Россотрудничества в Республике Абхазия, посольства Российской Федерации, потому что культура — это как раз тот мост, который первым выстраивается, если люди хотят дружить, хотят работать вместе. И еще несколько проектов намечены. Я думаю, что примерно в мае месяце мы сюда еще раз с гастролями приедем. Осталось только нам с пандемией разобраться, и тогда уже развернемся в полную мощь. Мы будем вас ждать. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Большое спасибо вам.